Эта маленькая площадка для занятий воркаутом способна вдохновить молодежь на большие достижения в спорте. Она расположена посреди извилистых холмов. Здесь же протекает река, а на другом берегу пасутся лошади. Появление нового спортобъекта здесь, в селе Кантышево, местных жителей очень обрадовало. Правда, есть одно «но». Территория вокруг площадки не благоустроена. После дождя здесь много грязи. С этой проблемой обещал разобраться руководитель партийного проекта «Российское село» в Ингушетии Батыр Хамхоев. Одну площадку благоустроить этого не совсем достаточно. Мы программу обязательно просмотрим, сделано ли все по программе, обязательно проверим и будем разговаривать с подрядчиками. А это территория сквера с детской площадкой, где местная детвора беззаботно проводит время, катаясь на качелях. Здесь же благоустроили в прошлом году сельскую достопримечательность – старинный колодец, построенный еще в 30-х годах. Все это стало возможным благодаря реализации программ развития и благоустройства сельских территорий. По линии Министерства сельского хозяйства произведено благоустройство колодцев. Есть такая программа, вот видите, этому колодцу более 100 лет. Его сейчас, как видите, обложили, хорошо сделали такой навес. И заодно построили вот такой хорошенький сквер. Конечно, видно все, что все хорошо сделано, добротно сделано. И также произведено освещение части улицы Джабагиева, Ахриева, части улицы дальше освещение произведено школьной улицы. В общем, проведена очень хорошая, нормальная работа. Довольны тем, что сделано. Но надо бы еще больше сделать. И проблемных участков очень много. Здесь ежегодно ведутся работы по замене изношенных электрических сетей на новые. Укладка тротуаров. Один из них на улице Грейдерная протяженностью 500 метров. Батыр Хамхоев уверен, создание условий комфортного проживания граждан, обеспечение условий занятости сельского населения, развитие социальной инфраструктуры – залог привлекательности этих мест для молодежи, да и в общем для специалистов в различных отраслях, в том числе и сельскохозяйственных. Это как раз и есть одно из ключевых направлений деятельности проекта единороссов «Российское село». Мы, как сегодня видим, последние несколько лет идет очень динамичное, активное развитие сельских территорий. Строятся школы, садики, ФАПы, дома культуры. Мы сегодня видели, как проложены тротуары, спортивные площадки и так далее. Здесь даже не перечислишь пальцами одних рук. То есть все делается для того, чтобы создать благоприятные условия жизни на селе. То есть и руководство страны, и руководство региона делает акцент на развитие агропромышленного комплекса. А развитие сельского хозяйства без развития села невозможно. Благоприятный климат именно для малого бизнеса на сельских территориях невозможен без самих специалистов. И поэтому важно уже сейчас заинтересовать людей в этом направлении. Здесь у нас в регионе все-таки ощущается нехватка квалифицированных кадров, именно кадров среднего звена, трактористы, инженеры, комбайнеры. В рамках партийного проекта «Российское село» мы, конечно, проводим семинары, тренинги, обучение. То есть приглашаем с вузов, с СУЗов приглашаем, выезжаем непосредственно на хозяйство, именно там, где все это происходит, как кормление происходит, как обрабатывается почва, как нужно работать на тракторе. То есть мы всячески молодежи прививаем вот эти вот навыки, прививаем интерес, что хотим обозначить, как хорошо жить на селе. «Российское село» – федеральный проект, цель которого – создать комфортную атмосферу проживания, повысить престиж крестьянского труда. Проект призван приостановить отток молодежи из сел в города. Специалисты, будь то инженеры или агрономы, все чаще покидают родные места из-за отсутствия должной инфраструктуры. Но Кантышеву пока это не грозит. Адам Мережков, Магомед Белокиев, Новости 24.